Сегодня я хочу приготовить из этих двух рябчиков суп. Суп на природе, на костре. Посмотрим, что из этого получится. Одного уже выщипал, занимаюсь вторым. Без этого никак. Некоторые шкуру убирают, чтобы долго не возиться, они аккуратно все это с кожурой еще удаляют. Но они не понимают, что в боровой дичи самое вкусное вот в нем. Немножко уже жир есть. К зиме они уже готовы. Вот, весь в крови. Вот здесь тоже вот. На шее в основном. Вот здесь. И главное у самок, если самки попадаются, бывает так, что под выстрел самки попадают. Они жирные. И, конечно, блюдо, сделают они вообще вкусно. Из них все получится. И вот так, таким нехитрым способом все вот так и удаляем. Сперва перья, потом внутренности все. В общем, поняли, что надо сделать с птицей, прежде чем приготовить. Сперва будем убирать перья, потом внутренности. Все, рябчики готовы. Все выпотрошены. Отдельное видео сделаю, как правильно выпотрошить и как сохранить дольше боровую дичь, чтобы не испортилась там. Потом возьмешь такую палку, и сейчас будем самое главное приправу делать для вкусного супа из рябчика, чтобы получился вкусный суп. Для этого не надо добавлять никакого лука, никакой моркови, ни в коем случае это не надо делать. А просто надо рябчик протыкаешь до головы. Все. И остатки перьев будем обжигать. И чтобы получилась небольшая корочка, вот над огнем будем держать. Вот. Все лишнее оттуда уйдет. Все перья, остатки перьев, все выгорит оттуда. И получится запах огня, чуть-чуть запах, обожженной, вот, чуть-чуть потемнее, чтобы потемнело рябчик. Вот. Все. Уже сразу появляется запах, вкусный запах. Все. Вторым то же самое будем делать. Протыкаем и через под кожурой вот так. Все. И также над огнем держим. Ни в коем случае не надо кожуру убирать у боровой дичи. Если у утки
ножки, конечно, можно. Там, знаешь, там у него жиру столько, что невозможно даже есть его. Голова и ножки будем убирать. Их мы не едим. Осенью в деревнях это запах, ну вот, не могу выговорить слова, вот не могу подобрать. Вот, если покоми читед мунан сразу кюля коними код чишкашан дук, значит котка выращема ваема пытка и puoni syyt sarjasna so Jonrikassa siellä kyllä puhasem dukjalta muida. Вообще пуя шаньга, кажется, заяна. Вон там варится для собаки тоже еда, каша. Вот, все, все без перья, без ничего. И запах, такой запах получится. Вот это вместо приправы пойдет. Все, дальше будем мыть и воду закинем в кастрюлю и будет вариться суп. Так, дальше что делаем? Дальше по ходу. Вот это все нам не надо, голова, ноги убираем и берем вот здесь. У него здесь еда, это почки, брусника может быть. И все это дело так взяли и убираем. Убрали. Дальше нам задница тоже не надо. Все, тоже убрали. И посередине еще режем. Открываем. Вскрытие покажет. Все. Здесь еще будем убирать вот этот остатки гортани там или что там еще. В общем, все чисто. Чистое мясо, чистый продукт. Вот это все мусор. Остальное. Так, это желудки. Желудки другой серии когда-нибудь покажу, как тоже очищать. Все, споласкиваешь. Порошком или фейри не надо мыть. Все чисто. Все. И второго также. Наши птицы уже на костре. На костре в воде. И сейчас будем варить их до готовности, чтобы мясо стало мягким. Дальше будем добавлять картошку. Картошку, соль и больше ничего. И будет хороший вкусный суп. А сейчас пока пусть варится. О, красиво кипит. Сейчас добавим соль сюда. Где-то вот такое количество, не знаю, там чуть, ну, половина ложки столовой. Добавим и нормально. Если мало будет, это по ходу в процессе еды, там, когда будем есть, тогда и добавим. Ну, он еще жесткий, ему кипеть и кипеть. Пусть кипит так, ровненько так. И вон, видите, уже жир там все выплывает наверх, там жир сверху.
Ну, не скажу, что как поросенок, но все равно свой собственный естественный жир есть все равно у боровой дичи. Утка, конечно, намного жирнее, но если боровая дичь жирная, значит еда для них хватает еды и как бы выживет до следующего года, перезимует. Так, варится, пускай варится пока. Мы своими делами будем заниматься, а он пусть варится так. Мясо рябчика уже готово. Мы уже приготовили картошку. Вычистили картошку, вот такое количество. И будем добавлять картошку в этот суп. Я уже оделся. Погода то дождь, то снег. Осень на дворе. Все. Картошку закинули. Больше добавлять ничего не будем. Все. Суп в собственном соку. Рябчика варил где-то часа 2, наверное. И еще вот с картошкой она где-то полчаса будет вариться на медленном. Это уже слишком большой огонь. Как начнет кипеть, я уберу в сторонку, чтобы нормально, постепенно варилась, чтобы не разварился картошка. И в таком состоянии где-то полчаса на огне подержу, и все, это уже большой огонь. Это я отсюда буду убирать. Как только закипит, если не уследить, вода закипит и весь жир уйдет. Через крышку, через все вообще в сторону уйдет. Жир всегда сверху, и он моментально уходит. О, жарко. Вот сейчас мелкий дождь идет на улице. А перед этим вообще, ну, заметно погода меняется, то холодно, то жарко, непонятно что. О, уже начинает кипеть. Все. В общем, будет готово, дальше буду снимать. Также здесь кипит уже чай. О, все кипит. Отодвинул чуть в сторонку, и пар мешает, но он видно, как спокойно себе варится. Во-во-во, сейчас нормально видно. Вот такой наваристый суп. 2 рябчика в этом котелке. Здесь наверное 2,5 литра, или я не знаю сколько. Слишком большой котелок тоже не нужен. Ну, по ходу там сколько рябчиков вы варите, или из какого другого продукта там птицы. Все равно некоторые большую кастрюлю берут, а там накладывают мясо с кулачок. Какой толк? Вот такой огонь, как приятно все. Тепло от огня, тепло хорошо идет. Вот такой костер. Я почти всю осень использовал этот мангал. Как-то и удобно. На решетку поставишь, там котелок или чайник. Все нормально кипит. Мне понравилось. Я и здесь в избушке сделал, и на первой избушке, там на летней, где вот тусуемся летом с детьми, там вообще тоже там такой мангал сделал. Конечно, бочка уже другая, там бочка здесь толстая, а там новые бочки не тонкие. Ну все, пускай вообще кипит. О, хорошо кипит. Ой, как вкусно пахнет. Все нормально. Если кому интересно, я покажу, вот как я снимаю. Вот такой нехитрый штатив сделал. Вот на одной ноге даже держится. У покупных там 3 нога, а у меня одна. Он как стоит, и все.
Поставил так и снимай, сколько тебе влезет, сколько гигабайтов у тебя есть. Так что из любой ситуации можно выйти. Вон, вот такой штатив. Не хитрый тоже, самоделка. Да, картошка уже все. Буквально там 15-20 минут, наверное, прошла. Может и меньше. Угу. Сорт идеал картошки. И быстро доходит. В общем, будем пробовать. Суп готов. Раз уж начал готовить на улице, и пробовать будем на улице. Ужин. Все уже вечереет. Ничего лишнего у нас. Хлеб. Вот так режем мы хлеб. Дальше будем пробовать суп. Поужинаем и на завтрак еще останется. А завтра по-новому будем варить. Что-то другое будем придумывать. Как вы видели, кроме рябчика, картошки и соли, я ничего не добавлял. И дома также и готовим. Это натуральный, чистый, вкусный, без никаких химии продукт. Очень вкусно получилось. Рябчик в любом виде вкусный. Хоть был комментарий, мой адрес, что стреляем рябчиков, а он птица меньше голубя. Я голуба без перьев еще не видел и размеры его не знаю. Тем более я его не пробовал. А кто раз попробует эту птицу, я думаю, будет ходить на охоту. Борая дичь, она вкусная. Вкуснее уток. Гусей, конечно, не удается добывать, но один раз только было дело, когда я... Да, одну штуку только я. Действительно, одну штуку я добывал. Белолобик был. Вот такое нежное белое мясо у рябчика. У других боровых дичей уже темное мясо. У глухарей, у куропаток, у косачей. У них мясо другое. Диетическая, наверное, рябчик. Диетическая еда. И не надо добавлять в такой суп другие овощи. Овощи идут в борщ, если делать, или еще куда-нибудь. Можно еще добавить в плов, лук, там, морковь, но не в боровую дичь. Конечно, интернет включишь, там однообразно там показывая, что лук жарить надо, там еще морковь. Это, я считаю, ерунда. Вкус уже не тот, какой должен быть у боровой дичи. В общем, вот такой ужин у меня.
Вкусный, полезный. На этом все. Буду дальше ужинать. Ага. Пока.